Приветствую! Вы смотрите дайджест новостей за последнее время из Москвы. В студии Максим Кардозу. Мы расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в столице. И, конечно, они связаны с Якутией. Сегодня в выпуске. Каким будет Дальний Восток будущего? Время для старта мегапроектов. Благодаря решениям нашего президента у нас появился мастер-план. Прежде всего, это Ленский мост. Пора эсэхов началась. В Калининградской области прошел праздник белого изобилия. Здесь и танцы, спортивные соревнования, обряды, песни, эпос Олондхо, игра на хамусе. Все флаги в гости к нам. До игр «Дети Азии» остается меньше месяца. Организаторы поделились подробностями будущих соревнований и открыли экспозицию в Музее Министерства спорта России. Якутия, наверное, можно смело сказать, локомотив вообще в развитии национальных видов спорта. Это, наверное, один из лучших примеров того, как не то, что нужно сохранять, как можно поддерживать, развивать. В Москве на выставке «Россия» прошли дни регионального развития Дальнего Востока и Арктики. Первые лица страны, главы регионов, эксперты и ученые обсудили актуальные вопросы развития Востока России. Большую роль в ней играют мастер-планы. С пленарной сессии «Дальний Восток. Люди, экономика и города» передает Айсена Бурнашова. Пленарная сессия «Люди, экономика, города». И не случайно в этой триаде слов первыми стоят люди. Именно повышению качества жизни дальневосточников и посвящена пленарная сессия. Жизни 4 миллионов человек в 25 городах Дальнего Востока изменятся к 2030 году. Реализация мастер-планов поменяет облик городов, приведет к приросту населения, увеличению зарплат и рабочих мест. Стратегию будущего города Якутска представил глава Якутии Айсен Николаев. У нас сейчас 23 объекта мастер-плана уже в работе. Строятся самым активным образом это и объекты образования, культуры, транспортной инфраструктуры. И до 30 года мы верим, что вот те задачи, которые поставил президент, в рамках реализации мастер-плана города Якутска мы полностью выполним. Я практически в еженедельном режиме провожу заседания нашего штаба. У нас и по Якутску, и по Нерюнгри созданы отдельные проектные офисы. И на сегодняшний день работа в целом идет что по Якутску, что по Нерюнгри очень активная. Дальний Восток первопроходец в создании мастер-планов. И этот опыт лег в основу аналогичных проектов арктической зоны России. Мастер-планы для 16 агломераций, в том числе Якутской, Тикси-Найба, будут подготовлены до 1 июля 2024 года. Агломерация в Булунском Улусе к 2035 году станет буквально северным оазисом с круглогодичным морским портом, научным центром, благоустроенной городской средой. Реализация мастер-плана поспособствует повышению качества жизни почти 5000 человек, сыграет ключевую роль в развитии Северного морского пути и Северного завоза. Те необходимые объекты инфраструктуры для того, чтобы сделать Северный завоз более эффективным, более быстрым, они включаются в федеральный перечень опорной инфраструктуры Северного завоза. Поэтому одновременно два больших проекта – это развитие Северного морского пути и развитие Северного завоза – должны способствовать тому, чтобы Тикси и Найба росло качество жизни. Важно, что приоритеты в работе мастер-планов в первую очередь определялись жителями регионов, поэтому они и направлены на создание таких условий, при которых люди смогут достойно жить на Дальнем Востоке и Севере, пользоваться всеми современными благами, невзирая на полярную ночь или вечную мерзлоту. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В Москве презентовали якутский кинопавильон полного цикла. Проект получил поддержку президента страны Владимира Путина и должен стать крупнейшим кинокомплексом России, расположенным за Уралом. Площадь объекта составляет более 20 тысяч квадратных метров. По уровню оснащения он будет соответствовать киностудиям Москвы и Санкт-Петербурга. В якутском кинопавильоне появятся улицы декораций, студии постпродакшена. Это позволит производить 24 фильма и сериала в год. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2027 году. Павильон позволит снимать кино круглый год, а благодаря IT-технологиям использовать виртуальный продакшн, когда можно будет воссоздавать пустыню или джунгли на большом экране, не выезжая за пределы Якутска. Кино у нас сейчас максимально цифровизуется.
и все больше тот же искусственный интеллект применяется при производстве кино. Поэтому вот эти все технологии мы стараемся, чтобы они стали таким конкурентным преимуществом для наших якутских кинопроизводителей. Наша цель в том, что в наш кинопроект приехали съемочные команды со всей страны, чтобы мы в этих виртуальных декорациях в нашем кинопроекте могли воссоздать, например, Москву 19 века или там пустыню Сахару. И для того, чтобы не нужно было ехать в Африку или куда-то еще, чтобы у нас было дешевле, быстрее, эффективнее снимать кино, чем где-либо еще в нашей стране. 100 миллионов цветов, зеленые аллеи и региональные достопримечательности. На ВДНХ открылась выставка «Будущее в цветах». Здесь можно увидеть достижения отечественных селекционеров и познакомиться с растительностью разных климатических зон нашей страны. Якутия украсила свою клумбу макетом Ленского моста. Подробности в следующем материале. Движение, конечно, это жизнь, но на сегодняшнем празднике все-таки главное – это цветы. Выставка «Будущее в цветах» проходит в Москве впервые. На одной площадке ВДНХ удалось собрать самые креативные идеи в сфере ландшафтного дизайна со всей страны. Сегодняшний фестиваль – это грандиозное событие. Более 150 работ ландшафтных архитекторов, цветочных дизайнеров, ландшафтных дизайнеров, художников представлено здесь для украшения и для знакомства с тем богатством цветов, богатством знаний, богатством фантазий наших специалистов. Каждый регион представил здесь свою клумбу с оригинальными, ни на что не похожими деталями. Например, кусочек моря и скалы привез Краснодарский край. Брянская область решила показать, как воркуют птицы из сказок. Ставрополье обнажило сердце из роз. А вот Якутия решила удивлять и установила целый мост. Экспозиция называется «Мост будущей Якутии», но это действительно отражает чаяния и мечты наших многих поколений якутян. Здесь действительно представлена инсталляция нашего моста, разработана якутскими дизайнерами, резидентами квартала труда. Также здесь можно увидеть наши знаменитые ленские столбы, россыпь алмазов, реку Лена. Якутская клумба, наверное, одна из самых ярких здесь на выставке. Настоящее буйство цвета, чего здесь только нет. Красный, зеленый, желтый, голубой, фиолетовый, розовый. И здесь высажено более 600 растений 20 видов. Все они растут у нас в республике. Конечно, хотелось бы увидеть в центре нашу драгоценную сардану, но по объективным причинам реализовать это не удалось. Мы, конечно, хотели привезти лилию, нашу сардану. Она зацветает только в середине июня, и транспортировка ее могла бы нарушить луковицы и так далее. А по условиям цветочного фестиваля цветы должны были распуститься уже 20 мая. И мы приняли решение, что будем высаживать цветы, которые растут и в Якутске также, да, но они не происходят, и месторождение у них не в республике Саха-Якутия. Выставка будет работать до 8 июля. Вход свободный. Причем полюбоваться клумбами можно и в вечернее время. Экспозиции подсвечиваются. Например, на якутском стенде яркими огнями загораются алмазы. И, конечно, сам мост. Максим Кардозу, Григорий Николаев. День за днем. Москва. В самой западной точке России, в Калининградской области, в местности Зеленополье, состоялся традиционный национальный праздник Исэх. На торжества были приглашены творческие коллективы из Якутии, этнофольклорный ансамбль «Дабун» Политехнического лицея, а также звезды якутской эстрады. Праздник посетили представители 16 национальных общин города Калининграда. Якутский алгыс благословения в этот день получили более 300 гостей Исэха. В спортивную программу вошли состязания по национальным видам спорта, борьбе хапсагай, масс-рестлингу и настольным играм. Организаторы подвели итоги конкурсов «Семья года», «Длинная коса» и «Лучший национальный костюм». Устроителем главного летнего праздника в Калининградской области выступает общественная организация «Земляки Саха». Исаак дружбы, не зря так праздник называется, Исаак дружбы 2024 год. Это объединяет наши народы. У нас в России 194 национальности и народностей. В Калининградской области проживает 136. И в Гурьевском муниципальном округе наверняка столько же, если не больше, может и больше. Мы бесплатно предоставляем наши площадки, это парки в нашем. Сейчас будет открытие парка Света 1 июня. Опять же, будем приглашать всех. Ежегодный праздник Саха-Исэх в Калининградской земле проводит
землячество «Земляки Саха». Здесь и танцы, спортивные соревнования, обряды, песни, эпос Олонхо, игра на хамусе, все жанры якутского фольклора и в то же время современные песни для наших молодых. В Москве на площадке информационного агентства «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». На вопросы журналистов ответили представители Олимпийского комитета России, Международного комитета «Дети Азии», правительства Якутии. В рамках встречи эксперты рассказали, как идет подготовка на спортивных площадках, объектах размещения, какая ждет спортивная и развлекательная программа участников и зрителей. В церемонии открытия примут участие 4000 человек. Будут применены инновационные технологии. А главной темой станет Арктика. Игры пройдут в городе Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Юные спортсмены разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта. В республику приедут делегации и команды из 26 стран. И «Дети Азии» станут единственным в России мультиспортивным мероприятием года с участием национальных сборных. В Москве открылась выставка «Национальные виды спорта Якутии». На площадке Музея Министерства спорта Российской Федерации интерактивная экспозиция наглядно демонстрирует особенности культуры и спортивных традиций народа Саха. Все посетители смогут познакомиться с особенностями нашей республики и расширить свой кругозор. Отдельная зона выставки посвящена истории игр «Дети Азии». Итак, Белем, это приготовиться. Чак! Масс-рестлинг, хапсагай, гонки на оленях-упряжках. Выставка «Национальные виды спорта Якутии» презентует все лучшее, что есть у нас в республике. У посетителей появляется возможность окунуться в богатую культуру народа региона, узнать о традиционных состязаниях, которые популярны в республике и за ее пределами. Выставка занимает 400 квадратных метров. Здесь можно не только узнать о спортивных успехах прошлого, но и самостоятельно попробовать свои силы в некоторых видах спорта. Вот помост масс-рестлинга. Рядом инвентарь для тутун-эргир. Если физическая нагрузка не для вас, то можно сыграть в настольные игры народа Саха. Якутия – первый регион, который так масштабно презентует себя на площадке Министерства спорта России. Мы еще раз благодарим Министерство спорта и надеюсь, что это будет продолжаться, и другие регионы будут со следующего года тоже вставлять свои выставки, для того, чтобы молодые дети, жители города Москвы, гости города Москвы увидели, насколько у нас большая страна и сколько у нас много регионов и республик. Отдельный зал посвящен истории игр «Дети Азии». Здесь можно увидеть экипировку спортсменов разных лет, медали, факелы, видеоролики, а также презентацию эстафеты огня, которая по традиции стартует у подножья Ленских столбов. Здесь представлены национальные виды спорта, которые в том числе 3 из которых входят в обязательную программу игр «Дети Азии». В этом году у нас, получается, в соревнованиях заявлено довольно-таки большое количество стран по якутским национальным видам спорта, что тоже радует. От игр к играм динамика она растет, и это показывает, что интерес у иностранных государств, в том числе к национальным видам спорта Якутии, он все больше и больше возрастает. Выставка находится в здании Музея Министерства спорта России. Работает бесплатно и будет открыта до декабря. Далее экспозиция переедет в Санкт-Петербург. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. На этом у меня все. До новых встреч!